Главные события вторника, 26 марта в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Якутские пожарные продолжают оттачивать мастерство в рамках запланированных учений. Сегодня они тушили резервуары с бензином на одной из нефтебаз. Соединить анимацию и уникальность культур народов Севера. Якутская анимационная студия «Тундра» выиграла во всероссийском конкурсе «Знай наших». Ну а тем временем в Алдане разыграли первые комплекты медалей в лыжных гонках 5-й зимней спартакиады. Оспаривание лавров прошло среди представителей классического стиля. Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Рассмотрены меры обеспечения общественной безопасности, проведения в Якутске 8-х международных спортивных игр «Дети Азии», анализ выполнения планов и программ предупреждения и профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Якутские пожарные повышают качество своей работы, отрабатывая свои навыки на практических пожарно-тактических учениях. Сегодня учения прошли на одной из нефтебаз столицы. Пожару был присвоен 3-й уровень сложности. К его тушению привлекались дежурные и дополнительные силы. Подробности знает Александр Хавренко. По замыслу учений в 10 часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение об атаке беспилотного летательного аппарата на один из резервуаров нефтебазы в районе поселка Марха. По тревоге был поднят якутский пожарный гарнизон. Первые расчеты огнеборцев прибыли к месту пожара уже через 3 минуты и незамедлительно приступили к тушению. Объект интересен тем, что это происходит возгорание нефтепродуктов, а в данном случае это был здесь бензин и дизельное топливное хранение. То бишь для тушения данных пожаров задействуется не только вода, но также используется пена. На данный пожар, у нас привлекается сил состав по повышенному номеру, это ранга номер 3. И также привлекается дневной состав, это офицерский состав, который непосредственно берет руководство штабом, также берут руководство начальники боевых участков, назначаются. Для тушения условного пожара было привлечено 11 единиц основной техники, 5 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Ежегодно руководство подбирает для учений новые объекты, тем самым приближая условия учений к реальным. Были отработаны водные по условному отходу в случае возникновения опасности, выхода из строя пожарной техники, отработаны взаимодействия с персоналом объекта, с администрацией объекта. Также у нас производилась пенная атака, проведение пенной атаки на резервуар горящий РВС номер 1 с помощью автолестницы. Все действия отработаны в полном объеме. Замечаний по действию личного состава нет. Прежде чем приступить к практическим учениям, все действия при тушении пожара отрабатываются в теории, для того, чтобы в самой экстремальной ситуации пожарные смогли эффективно выполнить поставленные перед ними задачи и в кратчайшие сроки ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия. Александр Хавренко, Джилл Иннокентьев, Якутск. В мессенджерах и социальных сетях участились случаи провокационных сообщений. Злоумышленники таким образом пытаются вовлечь граждан в террористические организации или призвать к выполнению террористических актов и других преступлений на территории страны. В особой группе риска находятся школьники и подростки, которым чаще всего свои сообщения адресуют преступники. Особенно уязвимой категорией в данном случае является молодежь, так как основной аудиторией пользователей социальных сетей и мессенджеров являются они. Родителям и педагогам важно заранее проинформировать детей обо всех возможных угрозах сети интернет, в том числе о вербовке террористической организации, научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях. При поступлении таких предложений и сообщений незамедлительно сообщите в полицию. Российскому историческому обществу в Якутии «Быть» состоялось учредительное заседание по вопросам создания регионального отделения общества. Инициаторами открытия выступили 5 государственных учреждений при поддержке главы региона Айсена Николаева. Чем будет заниматься историческое общество и почему это важно, узнавала Вероника Таюрская. Свою историю императорское российское историческое общество начало в далеком 1866 году и просуществовало до 1917 года. Спустя менее чем через 100 лет, в 2012 году, общество было воссоздано. Сегодня в Российское историческое общество входит свыше 150 юридических лиц и 700 физических, а отделение существует в 65 регионах России. Теперь общество открывается и на территории Якутии. Сегодня создается отделение
Совет отделения Российского исторического общества Республики Саха-Якутия. Вот это важный этап в жизни всего исторического сообщества республики. Он позволит реализовывать проекты на всероссийском масштабе, позволит укрепить связи историков республики с другими коллегами из других субъектов Российской Федерации. Инициаторами открытия якутского отделения стали Краеведческий музей имени Ярославского, Институт гуманитарных исследований Академии наук, Национальный архив Якутии и общественные организации, связанные с историей. Уже сейчас планируется проведение работ по многим направлениям. В рамках развития и работы нашего отделения проводились конференции, выставки организовывались. Ну и хотели бы значительное внимание уделить работе с краеведами нашей республики. У нас хорошее известное краеведческое движение. Также много работает в области исторической, генеалогии, тоже вот это бы хотели бы продлить. Ну и, конечно же, хотели бы расширить наши образовательные программы. Вступить в якутское отделение может любой, как физическое, так и юридическое лицо. Достаточно заполнить заявку на сайте Российского исторического общества. Вступить очень просто. Нужно написать заявление для физических лиц. Ну а в организации тоже могут стать членами общества. Как правило, Российское историческое общество объединяет различные научные, образовательные, музейные и любые другие структуры, которые так или иначе связаны с изучением исторического наследия. Председателем якутского отделения Российского исторического общества на учредительном собрании единогласным решением присутствующих была выбрана директор Института гуманитарных исследований Сардана Баякова. Ее кандидатура будет рассмотрена и утверждена на президиуме отделения. Вероника Таюрская, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске показали премьеру документального фильма «Улуру-Адо» про юкагирского писателя Гаврила Курилова. Режиссером стал Иван Кривогорницын. Съемки длились целый год на разных локациях, например, в Нерюнгри, поселке Черский и Санкт-Петербурге. В основу фильма легли события из жизни самого писателя. В фильме присутствует множество стихов и фактов о жизни публициста, а также о его изучении и статистики юкагирского языка. Фильм полностью показан на русском языке. Но фильм на самом деле не только, если говорить серьезно, не только о Улуру-Ада, о его достижениях, о его боли за свой народ, за свой язык, который исчезает. А на самом деле этот фильм о каждом из нас. Потому что все люди взрослеют, потом стареют и потом уходят в иной мир. Поэтому этот фильм о достойной жизни, о достойной старости, о достойной встрече от конца жизни, осени жизни. Более 160 ребят со всей республики соревновались в 9 спортивных направлениях в рамках проекта «Вызов первых». Победители региональных спортивных игр отправятся представлять республику в Москве в июне текущего года. Подробнее о соревнованиях расскажет Марфирина Алексеева. Уникальность проекта «Вызов первых» заключается в том, что виды спорта и дисциплины, которые в него включены, предложены детьми, самими участниками движения первых и не дублируют существующие соревнования и спартакиады. Так, учащиеся с 6 до 18 лет соревнуются в метании мячей в цель, спортивной скакалке, гимнастике, челночном беге, эстафете бег-сороконожек, классиках, вышибалах и даже регби. Соревнования проходят увлекательно и играючи. Побороться за место в финале приехали ребята из 13 районов Якутии. Мы движение! Всегда в движении! Ребята, здравствуйте! С какого вы улуса к нам приехали? Тамбонский район. Тамбонский район. Да. Как долго ехали? 7-6 часов. 8 часов с чем-то. Ну а как у вас настрой? Как вам сегодняшние игры? Отличный, хороший. Мы тренировались, пытались. Было довольно-таки, не прямо легко, но было уже понятно, что мы выиграем. Всегда побеждать, всегда выигрывать в Олимпиаде, в других конкурсах. Если мы проиграем, то мы пойдем еще раз в следующем году.
Команды соревнуются друг с другом в ходе этапа, а итоговый результат определяется соотношением сил всех пар соперников по наибольшей сумме баллов. В Якутии соревнования проходят в обязательных направлениях, однако поясняется, что всего в проекте 52 спортивных направления, среди которых воркаут, масс-рестлинг, скейтбординг, управление дроном и даже фиджитал-спорт. Со следующего года в Якутии планируется проведение соревнований и в дополнительных спортивных направлениях. Если обычный большой спорт, да, он привлекает таких одаренных детей, которые сами заинтересовались и тянутся к этому, да, то вот этот вид спорта, это наипростейшие виды спорта, которые мы, старшие люди, да, детьми играли во время перемены там, или свободное время. Это такие как скакалки, классики, там, да, вышибалы, вот, метание мяча. То это сейчас как бы вошли в спортивные дисциплины школьные, да, элементарные, где может любой ребенок, который не имеет каких-то физических таких больших данных, тоже прийти, попробовать себя. Тем самым он может привлечься, ну, как бы для себя понять, что он может тоже заниматься спортом, может быть, тогда он еще на большой спорт перейдет. Деятельность организации направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также на профессиональную ориентацию детей. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. 26 марта в Элтумен под руководством председателя Постоянного комитета по культуре и СМИ Виктора Губарева состоялся круглый стол на тему «Стратегия развития библиотечного дела». Губарев напомнил, что в арктической зоне расположено 96 библиотек, но только 5 из них являются модельными. То есть существует острая необходимость в помощи библиотечной системе, так как без первичного оснащения эти объекты культуры не смогут участвовать в федеральных грантах на получение субсидий по переоснащению в модельную библиотеку. Юношеские научные чтения проходят в Якутске с 26 по 28 марта. В течение 3 дней у участников будет возможность в очном формате услышать лекции и поговорить лично с федеральными спикерами. Ну а главным приглашенным гостем стал летчик-космонавт, который подробно рассказал участникам о космосе. Подробности знает Дарья Корленкова. Около 200 учащихся из общеобразовательных учреждений города Якутска прошли во второй этап 3-х межрегиональных юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева. На участие было подано почти 1000 заявок, но только 200 смогли пройти в самый главный и интересный этап. Участникам посчастливилось услышать лекции от ведущих специалистов и принять участие в мастер-классах по 8 космическим направлениям. Такие вот чтения, они воспитывают в детях патриотическое направление, да, патриотическое воспитание. И в рамках чтений также у нас планируется очень много встреч с космонавтом в школах, в дополнительных учреждениях. В таком ежегодном мероприятии принимают участие опытные федеральные эксперты в области космоса. Некоторые из них уже отметили для себя несколько приглянувшихся работ. У нас ожидается работа, связанная с изучением антарктических пингвинов в Антарктиде. Да, вот, это вот возможности космической съемки. Ребята сидят здесь, смотрят то, что находится около станции Мирной на другой конце планеты. Самым главным и почетным гостем стал российский летчик, который был приглашен организаторами специально для того, чтобы рассказать про космос от первого лица. В течение всех дней у многих появится возможность пообщаться с ним напрямую. На самом деле мы очень-очень давно хотели к вам сюда попасть, приехать, потому что для нас ваш регион это скорее, вы знаете, такой объем сказок, преданий, рассказов о том, как здесь здорово, как интересно. Поэтому я очень рад, что мы сюда приехали. Я очень надеюсь, что мы с большим количеством людей, живущих здесь, мы познакомимся, лично познакомимся. Одним из направлений стала выставка «Космоэкспо», где на космическую тематику были представлены работы детей со всей России. Я представляю проект, то есть платье представляю. Мне очень нравится космонавтика, и я очень люблю космодизайн. Я хотела бы стать модельером по космическим нарядам. Я представляю грузовик-контейнеровоз, который предназначен для перевозки специальных космических оборудований. Там детали, там ракеты. В принципе, и все. По итогам мероприятия будут выбраны победители, а лучшие из лучших работ будут награждены грамотой особой важности. Все дипломы будут подписаны лично приглашенным космонавтам. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск.
Победу во всероссийском конкурсе «Знай наших» одержала анимационная студия из Якутии «Тундра». Всего в конкурсе участвовало более 12 тысяч брендов со всех регионов страны. И в номинации «Информационная технология» выиграла якутская команда. Подробности расскажет Аман Отов. В Москве объявили результаты конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В 5 основных конкурсных номинациях победили 15 команд, среди которых якутская студия анимации «Тундра», вошедшая в топ-3 номинаций «Информационные технологии». Мы победили в конкурсе «Знай наших» в номинации «Информационные технологии». Мы получили награду за наши мультфильмы, которые мы создаем в нашей студии. На данном этапе мы создали два мультфильма. Первый — это про «Бык холода», и второй — про Мунха, про якутскую рыбалку. После успеха 2 мультфильмов студия не собирается останавливаться. Команда поделилась дальнейшими планами своей работы. В данный момент студия разрабатывает 3-й короткометражный мультфильм, завершающий трилогию о самобытности якутского народа. Наши планы — это выпустить 3-й мультфильм «Танха», который выйдет ориентировочно в ноябре-декабре этого года. И затем уже приступить к реализации наших следующих проектов. Какими они будут, мы пока еще сами не знаем, но это будет либо анимационный сериал также, либо это будет художественный фильм с 3D-героем, либо будет полнометражный анимационный фильм. Помимо разработки анимационных мультфильмов, студия «Тундра» обучает тех, кто хочет также заниматься анимацией. В их команде уже работают несколько человек, которые в свое время были учениками. Также с творчеством студии зритель может ознакомиться в любых социальных сетях. Аман Отов, Григорий Хлопков, Якутск. Сегодня в Алдане состоялась торжественная церемония открытия 5-й спартакиады зимних видов спорта Якутии. Начало соревнований предварило зажжение огня и поднятие флага. В числе тех, кто приветствовал спортсменов, были и наши корреспонденты. Старт 5-й спартакиаде зимних видов спорта Якутии дан. Сегодня в Алдане состоялось официальное открытие главного спортивного события сезона. Начало спартакиады ознаменовала торжественная церемония поднятия флага и зажжения огня состязаний, олицетворяющего движение к новым победам. Зимняя спартакиада, она всегда особенная, имеет свою атмосферу. Прежде всего, это свежий воздух, это прекрасная природа и, конечно же, виды спорта, которые по своим интересам вовлекают любого человека. Я думаю, что на спортивных аренах города Алдана и Нерюнгена будут очень интересные спортивные баталии. Юбилейная 5-я спартакиада зимних видов спорта названа главным спортивным праздником сезона в Южной Якутии. В ближайшие дни спортсмены со всей республики померятся силами и мастерством в 7 дисциплинах. В этом году Алдан впервые принимает сноубордистов и горнолыжников. Ну, мы очень рады, даже я бы сказал, безгранично рады, что это 5-я спартакиада проходит, в том числе и в городе Алдане. Мы рады приветствовать всех участников, в том числе детей, конечно, или благодаря детей. Снежный Алдан, снежная столица Республики Саха-Якутия. В этом все сказано. Официальное открытие праздника предварил парад семей, известных как сильными традициями в области физической культуры, так и реальными спортивными достижениями. К торжественному мероприятию присоединился глава Нерюнгринского района Роман Щегольняк. Нерюнгри также является площадкой проведения спартакиады. Соревнования по части дисциплин пройдут в соседнем районе. Настроение отличное, оно по-другому не может быть, потому что сегодня у нас юбилейная спартакиада по зимним видам спорта Республики Саха-Якутия. И вот вчера уже был на первых хоккейных матчах в своем родном Нерюнгринском районе. Сегодня здесь, на торжественном открытии в Золотом Алдане. Видно сразу прекрасная организация, необыкновенная атмосфера. Спорт – это мир, и пусть победит сильнейший. Участников соревнований приветствовали официальные лица и олимпийские чемпионы Никита Крюков и Ольга Зайцева. Они пожелали каждому спортсмену в полной мере раскрыть способности и максимально успешно выступить. У нас принимают участие 28 улусов нашей республики, и из этих улусов представлены 600 спортсменов.
Достаточно большое количество участников прибыло. И есть улусы, которые впервые принимают участие на данной спартакиаде. Уже завтра спортсмены поборются за первенство в горных лыжах, шорт-треке, зимнем многоборье и спортивном ориентировании. Параллельно соревнованиям пройдут официальные тренировки по ряду дисциплин. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а для фигуристов сегодня на открытом катке «Антрацит» в поселке Чульман состоялась официальная тренировка. Напомню, в фигурном катании конкурируют спортсмены в двух возрастных категориях – это юниоры и взрослые, старше 18 лет. Судьи будут обращать внимание на техническую составляющую, точность, правильность выполнения прыжков, вращения, дорожку шагов. Ну а вторая оценка за образ и артистичность. Далее тему продолжит Ларина Сукуева. В состязаниях по фигурному катанию примут участие как начинающие спортсмены, так и опытные. К примеру, Кирилл Буев из Якутска. За его плечами уже 4 спартакиады и международные спортивные игры «Дети Приморья». Соперников там, конечно, сильные. Там только двоих опередил. Но все равно лично для себя Якутск мы представили очень хорошо. Для себя результат очень хороший. А вот для 23-летнего Михаила Коваленко нюрнбергские старты будут первыми в его жизни, ведь в фигурном катании он всего 2 месяца. Я занимаюсь, в день выступления будет 2-й месяц, я до этого занимался 7 лет хоккеем. Предложили поучаствовать, и с тех пор начались ежедневные тренировки, иногда и утренние, иногда и вечерние, по много часов в день, и на льду, и в зале. Как признается Михаил, было довольно трудно переключиться с хоккейных коньков на фигурные. Однако это стало для него настоящим вызовом. Да, однозначно, потому что, когда сказали, будет в марте, и ты такой, так, март, так. Это же через 2 месяца всего. И ты понимаешь, что времени осталось совсем немного, и нужно будет приложить много усилий. Я понял, что это очень сильно нелегко, потому что необходимо контролировать свое тело настолько сильно. Во время прыжка нужно контролировать свой баланс. Во время приземления ты приземляешься на одну ногу. И это все было для меня так ново и интересно. И до сих пор остается удивлением, как ребята там крутят тройные прыжки в воздухе. Я восхищаюсь. Фигурист на спартакиаде рассчитывает только на победу, как и Наталья Яковлева, чемпион прошлой спартакиады. Это не первые ее старты в этом сезоне. В феврале она принимала участие в проекте Ильи Авербуха «Народный ледниковый» в Москве. И сегодня настроена по-боевому. Какой программой будете выступать? Это смесь Моцарта и Лолиты про актрису Раневскую, Фаину Раневскую. Такая немножко грустная, но больше у нас в фигурном катании так принято брать глубокие такие песни, которые будут цеплять за душу. Надо отметить, Наталья одна из возрастных участников спартакиады, но страха перед молодыми нет. Девушка признается, что спортивность и активная жизненная позиция в ее генах. Ее мама в 50 с лишним лет также катается на коньках, поэтому 35 – это только начало. Что ж, пожелаем Наталье победы и напоминаем, что взрослые и юниоры с произвольной программой выступят в Нерюнгри 29 марта. Ларина Сукуева, Иван Саракомов, Захар Головин, Нерюнгри. В Алдане разыграли первые комплекты медалей в лыжных гонках 5-й зимней спартакиады. Оспаривание лавров среди представителей классического стиля прошло. На трассу вышло более 100 участников. За ходом соревнований наблюдал Власий Сергеев. Спортсмены начинают забег раздельным стартом строго по расписанию с точностью до секунды. Конвейером мужчины и юниоры отправляются на дистанцию 15 километров, а женщины и юниорки на 10. Организаторы отмечают, что районы, которые не входят в группу лидеров, из года в год демонстрируют все лучшую подготовку. Улусы, особенности, можно сказать, например, в Вилюйской зоне улуса, да, там более-менее начали уже движение Нюрбинского улуса, да, например, есть уже ласточки у нас по биатлону. Думаем, что данная 5-я спортивная, то есть 5-я спартакиада зимних видов спорта даст еще большой толчок для того, чтобы те районы, которые у нас сейчас только начали впервые принимать участие, соответственно, они будут в дальнейшем развивать свой вид спорта. Состязание мужчин лучшее время показал Михаил Соснин из команды Алданского района. Для мастера спорта России эта медаль спартакиады зимних видов спорта стала 3-й в карьере. Всегда приятно. Я просто в 2007 году еще кооперацию проводили, бежал тоже. И поэтому приятно, хорошо. Готовились. Показали, на что готовились. Сегодня была гонка смазчиков, у кого как лыжи работали, те такие результаты и показали, в принципе. У нас хорошая сервис-бригада, поэтому хорошо сработало все. Первый день отработали, поработаем дальше, все только началось. Дальше будет еще больше медалей, по идее.
В гонке среди женщин на третью ступень пьедестала взошла представительница нюрнбергской команды Альбина Абсатарова. Спортсменка после финиша поделилась, что в ходе подготовки к спартакиаде участвовала как в классических лыжных соревнованиях, так и в достаточно экзотических дисциплинах. Гонка прошла очень хорошо. Я чувствовала себя максимально комфортно, максимально в рабочем состоянии. В прошлом году я начала заниматься ездовым спортом с собакой в дисциплине скиджоринг. В этом году на России в марте Карпова я выполнила кандидата в мастера спорта. Пробежала пару марафонов на дистанции 30-36 километров. Отметим, что нюрнбергские лыжники в этот день завоевали наибольшее количество наград. В их активе 7 медалей, в том числе 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы. Первый старт лыжников позади, и они уже готовятся к следующему. Уже завтра на этой трассе состоится спринтерская гонка в свободном стиле. Власий Сергеев, Степан Атастыров, Иннокентий Соловьев, Алдан. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.